План по диверсификации экономики Коми до 2030 года утвержден на федеральном уровне. Это стало итогом заседания Президиума правительственной комиссии по региональному развитию. Напомним, в марте разработать этот план поручил президент страны на совещании по развитию угольной отрасли. Он подразумевает снижение зависимости экономики региона от добывающих отраслей путем создания новых производств. Сейчас валовой региональный продукт республики практически на 44% формируется именно из добывающих производств. Они же дают больше половины инвестиций в основной капитал. В плане 41 мероприятие. Все они направлены на поддержку лесопромышленного комплекса, сельского хозяйства, добычи рудных и неметаллических полезных ископаемых, то есть золота, известняка и барита, а также на развитие глубокой переработки материалов. Особый упор был сделан именно в этом плане диверсификации на Инту и на Воркуту, как на моногорода, в которых мы тоже в этом плане наметили достаточно большое количество проектов, именно связанные не с угледобычей. Это мероприятия также по строительству предприятий строительных материалов, добыча не угля, а добыча других полезных ископаемых и переработка их на месте. Среди промежуточных итогов власти республики выделяют два. Объем инвестиций в основной капитал к 2026 году, согласно плану, увеличится на без малого 90 миллиардов рублей. За этот же период, то есть за 5 лет, предусмотренные в плане проекты позволят создать как минимум 3800 новых рабочих мест. Как отметил первый зампред правительства России Марат Хуснуллин, эти цифры должны быть увеличены, но в целом сам план диверсификации экономики Коми поддержан Федерацией. Правительство России будет контролировать исполнение плана и каждые полгода вносить коррективы в зависимости от хода его реализации.